На этих кадрах Нургазы Мамасадыков наносит удар официанту. Более того, не хотел оплачивать счет и кичился связями с Ташиевым. Потерпевший подал заявление в правоохранительные органы, и мы в своем прошлогоднем расследовании действительно подтвердили связи Нургазы Мамасадыкова с семьей Ташиевых. А сейчас мы расскажем, чем все это закончилось. Но не только это дело. Мы отслеживаем ситуацию по другим нашим расследованиям, и в большинстве случаев фигуранты ушли от ответственности. Что неудивительно, законы работают лишь на простых людей, а на властимущих и их приближенных законы не действуют. Всем привет, с вами Болот Темиров. Сегодня выпуск о предыдущих расследованиях и о том, что стало с их фигурантами или что с ними не стало. Вернемся к избиению официанта. Все начиналось с того, когда Нургазы Мамасадыков отказался платить за счет, прикрываясь связями с главой ГКМБ Камчыбеком Ташиевым. Тогда пресс-служба ГКМБ заявила, что мужчина на видео не имеет никакого отношения к главе ГКМБ Камчыбеку Ташиеву. И Нургазы Мамасадыков повторил то же самое. Мен Мамасадыков Нургазы, Жалал-Абад шаарынын Көк Ат кичи районунун тургуну. Мени Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин тууганы деген видео чындыкка дал келбейт экенин мен тастап коюн туура көрдүм. Мы, конечно, в это не поверили и доказали обратное. Само расследование связи Мамасадыкова Нургазы и Камчыбека Ташиева вы можете посмотреть по ссылке в описании. А мы продолжим. Мы подали запрос в прокуратуру, чтобы выяснить, насколько был наказан дебошир за прилюдное унижение официанта. И вот какой ответ мы получили от Генеральной прокуратуры. Дело просто закрыли, как будто ничего и не было. По заключению судебно-медицинской экспертизы у гражданина обнаружен синяк под левым глазом, относящийся к легкому вреду здоровью. При этом срок получения данного телесного повреждения не соответствует обстоятельствам дела. Перефразируем на простой язык. А все мы, кто видел видео, наверное, слепые и глухие. Ну, значит, и дело можно закрыть, что и было сделано. Сперва из уголовной статьи перевели в статью о проступках, в конце концов и проступка не нашли. Досудебное производство прекращено производством на основании статьи 26 части 1 пункта 2 УПК КР за отсутствием деяний состава проступка. Что это значит? А это значит, что ничего ему за это не будет. Так и запишем. Теперь про Шаирбека Ташиева. Мы рассказали, что доходы ныне депутата не соответствуют его расходам. Как он покупает себе пентхаус 400 квадратных метров на 2 этажа. Он сам и его дети ездят на дорогих автомобилях и устраивают пышные праздники. Что нам ответила прокуратура? В производстве правоохранительных органов Джалал-Абадской области досудебных производств, зарегистрированных в отношении Шаирбека Ташиева по признакам преступления, предусмотренного статьей 323 УК Кыргызской Республики, не имеется. Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же памятник! Мы тогда доказали, что официально его зарплата директора завода не превышает 40 тысяч сомов. И для таких трат ему пришлось бы работать десятки, а то и сотни лет. Но, может быть, родственники помогают. Ешкандай биздин Ташиевтердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Как говорится, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Или опять двойные стандарты. Ну и поехали дальше. Что мы про Ташиева да про Ташиева? Возьмем наше расследование про Турузбека Туманбаева, свата президента Садыры Джапарова. Куда сүйөк жанагындай бир тууганчылык, жердешчилик менен жумушка орношуп алып, анан ошол тармакты тарта албай, артка тартып кетип аткан ошондой мезгилден өттү. Ему чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть тендер у самого себя, причем на 500 миллиарда сомов. Мы показали явный конфликт интересов. Как фирма, входящая в один холдинг с его фирмой, выигрывает тендер, а дочка постоянно выигрывает тендеры еще у одной компании того же холдинга. Когда во всем мире это ненормально, то у нас это нормально. Ал тендерге эч кандай тиешеси болгон эмес.
бирок кызматтан алдым. Демек кызматынан жөндөн алып койдуңарбы? Жөндөн алып койдум. Ну и ответ от Генеральной прокуратуры не мог быть иным. Органами прокуратуры Республики по упомянутому в вашем обращении журналистском расследовании проведения вышеотмеченных государственных закупок проверки не проводились, а также акты прокурорского реагирования не вносились. Поехали дальше. Помните наше сумасшедшее расследование про двойную накрутку посреднических фирм на Кыргыз-Темиржолу? Мы там все документально показали, назвали фирмы, которых вынудили платить налоги в России, как раз таки за накрутку в ходе выполнения тендеров Кыргыз-Темиржолу. Прокуратура нас послала с запросами по этим фирмам в сам Кыргыз-Темиржолу, а те в свою очередь сослались на коммерческую тайну. Ну и, соответственно, прошло полгода, но ни одного возбужденного уголовного дела или даже досудебной проверки. Более того, тот самый ИП Лепихина побеждает впоследствии еще один крупный тендер на поставку рельс. Государственная пропаганда представляет этот тендер как огромное достижение страны и Кыргыз-Темиржолу. В госпредприятии Кыргыз-Темиржолу ведется работа по устранению коррупционных схем. И вот первые результаты. Впервые за 30 лет рельсы протяженностью 20 километров были приобретены на собственные средства госпредприятия. Ну что ж, вот так они устраняют коррупционные схемы. Просто запускается госпропаганда, как, впрочем, было и с Кыргыз-Петролиум Компани. Вместо проверки госпредприятия и фирм-посредников мы получили пресс-конференцию от главы ГКМБ, оплаченный тур для журналистов на завод от аппарата президента, ну и подкидывание наркотиков и дискредитацию через фейковые аккаунты нас и нашей команды. Впрочем, ак иилет бирок сынбайт, болот курчуйт, таш сынат. Мы, несмотря ни на что, продолжаем делать расследование, и мы уверены, что рано или поздно наши материалы станут доказательной базой ни одного уголовного дела. А сейчас мы видим лишь то, что правоохранительные органы стоят на защите властимущих, тем самым потакая их вседозволенности и безнаказанности. С вами был Болот Темиров. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши последующие расследования. До новых встреч!